Если бы в Казахстане не было Голодомора. Альтернативная вселенная. Население Казахстана могло быть значительно выше. Казахи могли составлять 70-80% населения республики вместо 40% к моменту распада СССР. Казахстан не испытал бы такого массового притока переселенцев – русских, украинцев, немцев и других, что изменило бы этнический баланс страны. Казахский кочевой уклад мог сохраниться дольше, возможно, в адаптированной форме. Это позволило бы сохранить традиционные знания и навыки, связанные со скотоводством и управлением природными ресурсами. Казахстан мог бы сохранить свою экономическую самостоятельность, основанную на традиционном скотоводстве. Это могло бы заложить основу для более устойчивого развития, менее зависимого от внешних ресурсов. Культурное наследие могло быть лучше сохранено, поскольку передача знаний между поколениями не прерывалась бы. Казахский язык и литература могли бы развиваться более органично, без давления русификации. Казахстан мог бы укрепить свою автономию внутри СССР или даже сохранить элементы независимости. У казахской элиты осталось бы больше ресурсов и возможностей для политического и экономического маневра. Национальное самосознание могло бы быть более уверенным и сильным, так как не было бы столь разрушительного опыта. Казахи могли бы сохранить больше уверенности в своей культуре и истории. Казахстан мог бы стать примером устойчивого развития кочевых сообществ и интеграции традиций с модернизацией. Его роль в мировой истории была бы связана с успехами, а не с трагедиями. Голодомор в Казахстане был одним из самых разрушительных событий 20 века для казахского народа. Если бы этой трагедии не произошло, Казахстан мог бы стать более сильной, самостоятельной и культурно богатой страной. Однако история сложилась иначе, и трагедия стала важным уроком для осмысления и построения будущего.